За 19 дней до того, как сердце Николая Танаева остановилось в московской клинике, в его квартиру на Кутузовском проспекте пришел человек, которого не было ни в одном списке посетителей. Охранник, дежуривший в тот вечер 29 января 2020 года, позже рассказывал следователям, что гость поднялся на лифте без пропуска, словно знал код домофона наизусть. Сам Танаев распахнул дверь еще до звонка, как будто ждал именно этого визита. Когда незнакомец ушел спустя 2 часа, бывший премьер-министр Кыргызстана выглядел так, будто узнал нечто непоправимое. Соседка слышала, как он что-то яростно шептал в телефон на киргизском языке, повторяя одно слово «жоп», ответ. На кого или на что он собирался ответить? И почему именно в эту ночь Танаев достал из сейфа черную папку, которую не открывал 8 лет? Москва встретила Николая Танаева дождем и равнодушием, когда он приземлился в Шереметьево осенью 2012 года. Билет в один конец. 2 сумки с документами. Никаких проводов, никаких друзей на трапе, только адвокат, который передал конверт с российским видом на жительство и ключи от съемной квартиры на окраине. Человек, который когда-то управлял правительством страны, распоряжался бюджетом в миллиарды сомов, встречал решения, от которых зависели судьбы миллионов кыргызстанцев, теперь стоял в очереди на паспортный контроль, как обычный мигрант. В те первые месяцы московской жизни Танаев вел себя странно, каждое утро покупал 5 разных газет, российских, казахских, киргизских, и методично вырезал статьи о себе, складывая их в папки по годам. Соседи запомнили пожилого мужчину, который часами сидел у окна, глядя на серое небо, и курил одну сигарету за другой, хотя врачи категорически запрещали ему табак после первого инфаркта. Психолог, к которому он однажды обратился по настоянию родственников, написал в заключении: пациент демонстрирует признаки глубокого внутреннего конфликта между желанием говорить и страхом последствий. Что именно хотел сказать Танаев, но молчал 8 лет? Какие последствия его так пугали, что он предпочел изгнание родине? Публичная версия его биографии выглядела безупречно. Родился в 1950 году в селе Карасуу Ошской области, в семье сельского учителя. Окончил Фрунзенский политехнический институт с красным дипломом, работал на заводе, поднялся по партийной линии, стал министром, а в 2002 году премьер-министром при президенте Аскаре Акаеве. Классическая советская карьера, скромное происхождение, трудолюбие, лояльность. Но те, кто работал рядом с ним в правительстве, рассказывают другую историю. Бывший заместитель министра финансов, который согласился говорить только при условии анонимности, вспоминает совещание весной 2004 года, когда Танаев внезапно прервал доклад о государственном бюджете и спросил: «А если завтра все рухнет? Если народ выйдет на улицы? Кто из вас останется здесь, а кто побежит первым?» Присутствующие переглянулись, никто не понял, о чем говорит премьер. Но через 11 месяцев, в марте 2005 года, когда протестующие ворвались в Белый дом в Бишкеке, именно Танаев покинул здание последним, унося с собой чемодан с документами. Что было в том чемодане? И откуда у него была уверенность, что революция неизбежна? Есть один документ, который почти никто не видел, но который объясняет многое. В архиве Службы национальной безопасности Кыргызстана хранится стенограмма телефонного разговора, записанного 22 марта 2005 года, за 2 дня до бегства президента Акаева из страны. Танаев звонит неизвестному абоненту в Москву и говорит по-русски, медленно, будто диктует: «Я сделал все, что мог. Дальше не моя ответственность». Абонент отвечает: «Николай Умарович, вам нужно выбирать. Или вы с нами, или вас просто не будет». Кто этот «мы»? Российские спецслужбы. Оппозиционные лидеры Кыргызстана. Или кто-то третий, те самые люди, чьи имена Танаев боялся называть даже близким. После революции он остался в стране, не был арестован, не попал под суд, хотя многие министры Акаева получили реальные сроки. Это было странно. Слишком странно для человека, который 8 лет стоял у руля правительства и подписывал приказы, которые теперь называли коррупционными схемами. Чем он расплатился за эту свободу? Молчание стоило дорого. В 2012 году,
Когда прокуратура Кыргызстана возбудила против него дело о злоупотреблении полномочиями и легализации преступных доходов, Танаев исчез из страны за 48 часов. Адвокат утверждал, что его клиент улетел на лечение, но билеты были куплены за неделю до официального вызова на допрос. В аэропорту Манас его провели через VIP-зал, минуя пограничный контроль. Кто-то очень влиятельный хотел, чтобы Танаев покинул страну тихо и быстро. Прокурор, который вел дело, получил анонимное письмо с угрозами и через месяц подал в отставку. Следствие затянулось, свидетели начали менять показания, документы исчезали из архивов. К 2013 году дело фактически развалилось. Но Танаев так и не вернулся. Почему? Если он не виновен, зачем ему скрываться? А если виновен, почему его не тронули те, кто имел власть посадить любого чиновника в стране? Папка с кодовым номером Т-234 КНБ лежала в личном сейфе начальника службы национальной безопасности Кыргызстана с 2005 года. Только 3 человека знали о ее существовании, и все 3 дали подписку о неразглашении на 25 лет. Внутри 117 страниц машинописного текста, распечатки банковских переводов, фотокопии контрактов с печатями швейцарских и кипрских компаний. В левом верхнем углу каждой страницы красный штамп «Совершенно секретно». Уничтожить после 2030 года. Это досье собирали 6 лет, с 1999 по 2005 год, и каждая новая страница добавляла еще один кирпич к обвинению, которое так и не было предъявлено. Главный вопрос следствия звучал просто: куда делись 350 миллионов долларов США из бюджета Кыргызстана в период с 2002 по 2005 год? Деньги ушли на модернизацию энергетики, развитие сельского хозяйства, социальные программы. Но отчетов о реализации этих программ не существовало. Ни одной электростанции не построили. Ни один колхоз не получил обещанных субсидий. А вот 3 офшорные компании, зарегистрированные на подставных лиц с кипрскими паспортами, получили переводы ровно на эту сумму. Следователь КНБ, который вел это дело, майор Эрмек Суимбаев, исчез в 2006 году при невыясненных обстоятельствах. Официально уехал на лечение в Турцию и пропал без вести. Неофициально его видели в аэропорту Стамбула с чемоданом, полным наличных, за день до того, как его телефон навсегда замолчал. Жена майора получила письмо без обратного адреса, где он писал: «Прости, но я не могу бороться с теми, кто владеет всем. Танаев — только фасад. За ним стоят люди, которых ты никогда не увидишь в новостях, но они решают, кто будет жить, а кто нет». Кто эти люди? Почему опытный офицер спецслужбы, который раскрыл десятки дел о контрабанде и коррупции, сломался именно на расследовании Танаева? И почему досье до сих пор лежит в сейфе, хотя Танаев умер 4 года назад? В папке есть один документ, который никогда не показывали даже президенту Кыргызстана. Это рукописная записка на листе бумаги без бланка, датированная 8 февраля 2005 года, за месяц до революции. Почерк принадлежит самому Танаеву, экспертиза подтвердила. Текст короткий, всего 5 строк, и если меня арестуют, открыть сейф в Цюрихе. Код знает Алишер. Там все на каждого. Включая Москву. Пусть они подумают дважды, прежде чем меня трогать. Алишер — это Алишер Мамедов, бизнесмен, который в 2007 году погиб в автокатастрофе на трассе Бишкек-Ош. Машину нашли сожженной дотла, тело опознали по стоматологической карте. Сейф в Цюрихе так и не нашли, несмотря на запросы через Интерпол. Либо его не существовало, либо кто-то успел вычистить его раньше следователей. Но факт остается фактом: Танаев имел компромат на людей в Москве, настолько серьезный, что его 8 лет не трогали. Кто эти люди? Чиновники Кремля. Бизнесмены. Силовики. Бывший сотрудник аппарата правительства Кыргызстана, который работал помощником Танаева с 2003 по 2005 год, рассказывает: Николай Умарович никогда не посещал совещания без диктофона. Он записывал все, каждую встречу, каждый звонок, каждый разговор в курилке. Говорил, что это его страховка. Однажды я спросил: от кого страховка?
Он посмотрел на меня и ответил: от тех, кто думает, что я работаю только на них. Что это значило? Для кого работал Танаев? Для президента Акаева? Для российских кураторов? Или для кого-то еще? А может быть, он играл на всех фронтах одновременно, жонглируя лояльностями, как картами в покере, зная, что рано или поздно кто-то потребует вскрыть козыри. Досье Т-234 КНБ — это не просто сборник финансовых преступлений. Это карта связей, которая ведет от кабинета премьер-министра в Бишкеке к офисам на Лубянке и дальше, к счетам в европейских банках, где оседали деньги, предназначенные для народа Кыргызстана. Почему это досье засекретили на 25 лет? Потому что публикация разрушила бы не только репутацию Танаева. Она разрушила бы иллюзию суверенитета, которую так тщательно поддерживали все президенты Кыргызстана после распада СССР. Потому что правда проста и страшна: маленькими странами Центральной Азии не управляют их президенты. Ими управляют те, кто контролирует деньги, трубопроводы, военные базы. А Танаев знал имена, даты, суммы. И это знание держало его в безопасности 8 лет, но в итоге стоило ему родины. Когда Мариям Танаева открыла дверь квартиры на Кутузовском вечером 17 февраля 2020 года, она сразу поняла, что отец мертв. Он лежал в кресле перед телевизором, включенным на российский новостной канал, с закрытыми глазами и сложенными на груди руками, как будто уснул. Но рядом на журнальном столике стоял пустой блистер от сердечных таблеток, хотя она точно помнила, что утром там оставалось еще 15 капсул. На экране телевизора показывали репортаж о выборах в Кыргызстане, и диктор произносил фамилии политиков, которых Танаев когда-то называл своими соратниками, а потом предателями. Мариям вызвала скорую, но врачи констатировали смерть уже по приезду: обширный инфаркт, мгновенная остановка сердца. Официальная причина смерти. Никаких вопросов. Никакой автопсии. Похороны в Москве, скромные, только близкие. Но когда Мариям начала разбирать вещи отца, она наткнулась на черную папку в нижнем ящике письменного стола, перевязанную красной лентой. Внутри папки было то, чего дочь не ожидала увидеть никогда: рукописные дневники, которые Танаев вел последние 8 лет в Москве. Записи начинались с ноября 2012 года, через месяц после переезда, и заканчивались 9 февраля 2020 года, за 8 дней до смерти. Почерк с каждым годом становился все более неровным, строчки наползали друг на друга, как будто рука писавшего теряла твердость вместе с надеждой. Мариям читала и плакала, потому что человек, который писал эти строки, не был похож на того сурового политика, которого она помнила с детства. Это был сломленный старик, который мучился бессонницей, виной и страхом. Вот запись от 14 марта 2015 года. Сегодня позвонил человек из Бишкека. Сказал, что моя сестра больна раком и хочет увидеть меня перед смертью. Я положил трубку и заплакал первый раз за 3 года. Потому что понимаю, это ловушка. Если вернусь, меня посадят. А если не вернусь, никогда не прощу себя. Сестра Танаева, Гульнара, умерла через полгода, так и не увидев брата. Другая запись от 23 июня 2018 года была еще страшнее: вчера приснился сон. Я стою на площади Элота в Бишкеке, а вокруг меня тысячи людей с плакатами. Они кричат мое имя, требуют ответа. Я хочу что-то сказать, но изо рта не выходит ни звука. Потом я проснулся и понял, это не сон. Это мое будущее. Даже если я умру здесь, в Москве, меня все равно будут судить. Суд истории страшнее любого земного суда, потому что от него не сбежать. Мариям показала дневники адвокату отца, но тот категорически запретил публиковать. Там слишком много имен живых людей. Если эти записи попадут в прессу, ваша семья будет в опасности. Она послушалась и спрятала папку в банковскую ячейку, где та лежит до сих пор. Но несколько страниц Мариям сфотографировала на телефон, на случай, если когда-нибудь правда понадобится. Что именно там написано? Какие имена? Какие тайны Танаев унес в могилу, а какие оставил дочери как последнее завещание?
Есть еще одна деталь, о которой мало кто знает. За 3 дня до смерти Танаев позвонил своему старому другу, профессору истории Бишкекского университета Тимиру Жакыпову, и попросил о встрече. Жакыпов прилетел в Москву 20 февраля, но опоздал на 2 дня, Танаев уже умер. На похоронах Мариям передала профессору конверт, который отец просил отдать лично. Внутри был USB-накопитель и записка: «Тимир, ты единственный человек, которому я доверяю». На этой флешке документы, которые объясняют все. Но публиковать их можно только после смерти последнего человека из списка. Этот список внутри. Береги себя и свою семью. Жакыпов до сих пор хранит флешку, но никогда ее не открывал. Говорит, что боится узнать правду, потому что правда в Центральной Азии опаснее любой лжи. Сколько людей в том списке? Кто они? И когда истечет срок хранения тайны, которую Танаев завещал своему другу? Мариям Танаева до сих пор живет в Москве, работает переводчиком, избегает журналистов и никогда не дает интервью о отце. Но однажды, в частной беседе, она сказала фразу, которая объясняет многое: «Мой отец был не злодеем и не героем. Он был заложником системы, которая не дает выбора. Ты либо играешь по правилам тех, кто сильнее, либо уходишь со сцены». Он играл 20 лет, а потом устал и сбежал. Но даже в Москве он не смог сбежать от себя. Это правда. Или дочь пытается оправдать отца, которого любила вопреки всему? Мы никогда не узнаем наверняка, потому что единственный человек, который знал всю правду, лежит в земле на Хованском кладбище в Москве, где хоронят тех, кто умер вдали от родины и не может вернуться даже после смерти. Но история Танаева — это не только история одного человека. Это история целого поколения постсоветских политиков, которые строили карьеры на лояльности, богатели на коррупции и заканчивали жизнь в изгнании, так и не ответив на главный вопрос: для кого они работали на самом деле? Для своего народа? Для внешних кураторов? Или просто для себя, надеясь, что когда-нибудь смогут купить прощение деньгами, спрятанными в швейцарских банках? Танаев мог бы ответить на этот вопрос, но он предпочел молчание. И это молчание теперь говорит громче любых слов. До последней минуты я верил, что он был честным человеком, говорит Азамат Суинбаев, бывший начальник личной охраны Николая Танаева, и его руки все еще дрожат, когда он произносит имя своего бывшего начальника, хотя прошло уже 15 лет с тех пор, как он в последний раз видел премьер-министра живым. Мы встречаемся в маленькой квартире на окраине Бишкека, где Азамат живет на пенсию бывшего сотрудника спецслужб, и на стене все еще висит фотография в рамке. Молодой офицер в форме стоит рядом с Танаевым на ступенях Белого дома, оба улыбаются, оба еще не знают, что через 8 лет один из них будет мертв, а другой сломлен воспоминаниями. Сегодня впервые 7 человек из ближайшего окружения Танаева, охранники, водители, секретари, рассказывают о секретах, которые хранили 20 лет, и каждое их свидетельство добавляет новый штрих к портрету человека, который был намного сложнее, чем показывали официальные биографии и обвинительные заключения. Азамат наливает чай в пиалу и начинает говорить медленно, будто каждое слово причиняет физическую боль, и я понимаю, что для него это не просто интервью, это исповедь, которую он откладывал слишком долго, надеясь, что время залечит раны, но время только углубило их, превратив в незаживающие язвы совести. Он рассказывает, как в 2004 году Танаев начал меняться, становился замкнутым, перестал шутить с охраной, стал требовать, чтобы маршруты к дому меняли каждый день, и однажды, поздней ночью, когда они возвращались с очередного совещания, премьер вдруг приказал остановить машину посреди пустынной дороги, вышел, закурил и стоял минут 20, глядя на горы, окружавшие Бишкек. Когда Азамат подошел спросить, все ли в порядке, Танаев обернулся, и охранник увидел слезы на лице человека, который никогда не плакал на людях, и услышал фразу, которая преследует его до сих пор: «Азамат, знаешь, что самое страшное во власти? Не то, что тебя предадут враги, это ожидаемо. Страшно, когда понимаешь, что сам предал тех, кто тебе верил». О чем говорил Танаев в ту ночь? Кого именно он предал? И почему этот момент стал переломным в его жизни?
Светлана Касымова, личный секретарь премьер-министра с 2002 по 2005 год, соглашается на встречу только при условии, что мы не будем снимать ее лицо, а она до сих пор боится последствий, хотя прошло почти 20 лет, и большинство людей, о которых она будет говорить, уже умерли или потеряли власть. Мы сидим в кафе в центре Бишкека, она заказывает кофе, но не пьет его, только крутит в руках чашку, глядя в окно, где проходят люди, которые никогда не узнают, какие тайны она хранит. Светлана рассказывает о вещах, о которых никогда не писали газеты, о том, как Танаев каждое утро приходил в кабинет за 2 часа до начала рабочего дня и читал сводки спецслужб, подчеркивая красным маркером имена и даты, о которых потом никому не рассказывал, о том, как он вел 3 календаря, официальный для аппарата правительства, 2 для президента Акаева и 3 личный, куда записывал встречи, о которых не должен был знать никто, даже ближайшие помощники. Однажды Светлана случайно увидела запись в этом 3-м календаре. Среда, 23:00, М, код красный. М. Это могла быть Москва, а код красный в аппарате правительства означал встречи наивысшего уровня секретности, требовавшие личного присутствия без свидетелей и документов. Когда она спросила на следующий день, где был премьер вечером, Танаев посмотрел на нее так, будто видел впервые, и сказал холодно: «Светлана, есть вопросы, которые лучше не задавать, если хочешь спать спокойно». Она больше никогда не спрашивала, но ночами не спала, представляя, с кем встречался ее начальник в те тайные часы, когда официально он был дома с семьей. Пока Танаев на камеру улыбался избирателям, открывал школы и больницы, произносил речи о светлом будущем Кыргызстана, дома он был совсем другим человеком, молчаливым, замкнутым, почти враждебным к собственной семье, как будто боялся, что любое проявление близости сделает его уязвимым. Жена Танаева, Гульмира, которая до сих пор живет в Бишкеке и категорически отказывается давать интервью журналистам, однажды сказала подруге фразу, которую та пересказала нам при условии анонимности: «Я была замужем за призраком». Он приходил домой, ужинал, смотрел новости и уходил в кабинет до 3 ночи. Когда я спрашивала, что его беспокоит, он отвечал: «Ты не поймешь. Это мир, куда женщинам и детям вход закрыт». Я чувствовала, что теряю его, но не знала, как вернуть, потому что он был потерян не для меня, он был потерян для самого себя. Какую цену заплатила семья Танаева за его карьеру? Сколько вечеров его дочь засыпала, не дождавшись отца с работы? Сколько раз жена просыпалась одна в холодной постели, зная, что муж снова в кабинете, разговаривает по телефону на языках, которые она не понимает, с людьми, чьи имена она никогда не узнает. Самое страшное свидетельство приходит от доктора Бакыта Исаева, который был личным врачом Танаева последние 3 года его премьерства, с 2002 по 2005 год, и который категорически отказывался говорить об этом 15 лет, пока не узнал, что сам болен неизлечимой формой рака и ему осталось жить несколько месяцев. Мы встречаемся в хосписе на окраине Бишкека, где доктор Исаев доживает последние дни, подключенный к капельницам, слишком слабый, чтобы встать с кровати, но достаточно решительный, чтобы наконец рассказать правду, которая мучила его совесть 2 десятилетия. Доктор говорит тихо, с длинными паузами, будто каждое слово отнимает у него остатки сил, и я понимаю, что это не просто рассказ, это предсмертная исповедь человека, который больше не боится последствий, потому что худшее, что могло случиться, уже происходит прямо сейчас, в этой палате, пахнущей лекарствами и увяданием. Он рассказывает, что Танаев приходил к нему на осмотры всегда поздно вечером, когда в клинике не было посторонних, и настаивал, чтобы никакие результаты анализов не заносились в официальную медицинскую карту, чтобы все оставалось только между ними, врачом и пациентом, связанными клятвой Гиппократа и еще более суровой клятвой молчания. Уже в 2003 году доктор Исаев обнаружил у премьер-министра серьезные проблемы с сердцем, аритмия, повышенное давление, признаки ишемической болезни, и настоятельно рекомендовал снизить нагрузку, уйти в отпуск, начать лечение. Танаев отказался категорически, сказал, что не может позволить себе слабость, что в политике нет места больным людям, что любой признак уязвимости будет использован против него. И доктор молчал, выписывал таблетки, делал уколы, зная, что пациент движется к катастрофе, но не имея права остановить его. А потом случилось то, о чем доктор Исаев молчал 20 лет и что объясняет многое в поведении Танаева последних лет его жизни. В январе 2005 года, за 2 месяца до революции,
премьер-министр пришел на прием и сказал, что последние недели испытывает странные симптомы головокружения, провалы в памяти, моменты, когда он не может вспомнить, где находится и что должен делать. Доктор провел обследование и обнаружил признаки начинающегося инсульта, микроинфаркта мозга, которые могли привести к параличу или смерти в любой момент. Он настаивал на немедленной госпитализации, но Танаев снова отказался, сказал, что это невозможно, что у него нет времени болеть, что слишком много зависит от того, что он сделает в ближайшие недели. Доктор спросил: «Николай Умарович, вы понимаете, что рискуете жизнью?» И услышал ответ, который не может забыть до сих пор: «Бакыт, моя жизнь уже не принадлежит мне. Я заложил ее давно, и теперь просто жду, когда придут забирать долг». Что означали эти слова? Кому Танаев задолжал свою жизнь? И осознавал ли он уже тогда, в январе 2005 года, что дни его власти сочтены, что революция неизбежна, что единственный выбор, который у него остался, это как именно он уйдет, с честью или с позором? Танаев перестал доверять даже собственной тени. Установил скрытые камеры в кабинете. Проверял телефоны на прослушку каждое утро. Стал требовать, чтобы охрана меняла маршруты движения 3 раза в день. Покупал новые сим-карты каждую неделю и использовал их для одного звонка, потом выбрасывал. Это началось осенью 2004 года, за полгода до революции, и те, кто работал рядом, видели, как здравомыслящий политик превращается в параноика, который видит врагов в каждом углу. Медицинская карта, которую доктор Исаев все-таки сохранил вопреки приказу Танаева уничтожить все записи, показывает картину системного разрушения. Декабрь 2004 года, давление 180 на 120. Январь 2005, бессонница, премьер спит 2-3 часа в сутки. Февраль, начал принимать транквилизаторы без назначения врача, покупал их через знакомых в аптеках. Март, отказывается от осмотров, говорит, что врачи тоже могут работать на них. Кто эти «они»? Охранник Азамат вспоминает разговор, который подслушал случайно. Танаев говорил по телефону: «Я знаю, что за мной следят. Знаю, что вы читаете мои письма. Но пока я храню то, что храню, вы не посмеете тронуть меня». Потом пауза. Потом тише: «А если посмеете, все узнают правду». Абонент что-то сказал. Танаев побледнел. Личный водитель премьера, Талант Мамбетов, рассказывает, что в феврале 2005 года Танаев начал возить с собой небольшой черный кейс, который никогда не выпускал из рук. В машине держал его на коленях. В кабинете, под столом. Даже в туалет брал с собой. Однажды водитель спросил, что там такое важное. Танаев посмотрел на него долгим взглядом и ответил: «То, что держит меня живым». Паранойя имела основание. В архивах КНБ есть документ, рассекреченный только в 2019 году, план операции под кодовым названием «Сеть». Цель операции — установить круглосуточное наблюдение за премьер-министром. Микрофоны в кабинете. Камеры в машине. Агенты в окружении. Перехват телефонных разговоров. Операция началась в ноябре 2004 года по приказу, который подписал лично президент Акаев. Причина — подозрение в связях с иностранными спецслужбами. Танаев знал о слежке или только подозревал? Бывший сотрудник КНБ, участвовавший в операции, говорит анонимно: он точно знал. Однажды мы установили новый микрофон в его кабинете, замаскировали под розетку. Через 2 дня Танаев вызвал электрика, показал на эту розетку и сказал: «Поменяйте ее. Там плохой контакт». Мы поняли, он играет с нами. Показывает, что знает, но не противодействует открыто. Как будто говорит: следите, но помните, я тоже все вижу. Что видел Танаев? Секретарь Светлана рассказывает странную историю. Март 2005 года, за 2 недели до революции. Она вошла в кабинет премьера утром и увидела на стене большую карту Кыргызстана. На карте красными кружками были отмечены города: Бишкек, Ош, Джалалабад, Талас.
черными — военные базы, синими — административные здания. А от каждого кружка шли линии со стрелками, сходящиеся в одной точке здания правительства. Под картой лежал список из 23 фамилий, разделенных на 3 столбца: лояльные, сомнительные, враги. Танаев заметил ее взгляд, подошел и тихо сказал: «Светлана, когда они придут, а они придут обязательно, беги первой. Не пытайся спасать документы, не пытайся спасать меня. Просто беги и не оборачивайся». Дома все стало еще хуже. Жена Гульмира жаловалась подругам, что муж перестал спать в спальне. Переселился в кабинет, запирался изнутри. Ночью она слышала, как он ходит по комнате часами, разговаривает сам с собой. Однажды проснулась в 3 часа ночи от странного звука, муж что-то жег в камине. Она подошла к двери кабинета, услышала, как он бормочет: «Больше нет. Ничего не осталось. Они не найдут». Утром в камине остался пепел толщиной в несколько сантиметров. Что сжигал Танаев той ночью? Дочь Мариям вспоминает последний совместный ужин 11 марта 2005 года. Отец пришел домой, сел за стол молча. Не притронулся к еде. Смотрел в окно. Потом вдруг повернулся к дочери и сказал: «Мариям, ты должна запомнить. Что бы ни говорили обо мне потом, я не хотел зла. Я просто не смог выбрать между злом и злом. А когда нет правильного выбора, любое решение становится преступлением». Ей было 15 лет. Она не поняла тогда. Понимает сейчас. Врач Исаев последний раз видел Танаева 17 марта 2005 года, за 6 дней до революции. Премьер явился без предупреждения среди ночи. Постучал в дверь дома врача. Стоял на пороге под дождем, промокший, бледный. Попросил снотворного. Сильного. Врач предупредил, что превышение дозы может быть опасным. Танаев усмехнулся: «Бакыт, я уже мертв. Просто тело еще не поняло». Потом сказал странную вещь: «Знаешь, что я понял за 20 лет в политике? Власть не меняет людей. Она просто снимает маски. И под маской оказывается не чудовище, а пустота. Абсолютная пустота». Кто стоял за слежкой? Акаев боялся, что Танаев готовит переворот? Или Москва требовала убрать неуправляемого премьера? Или сам Танаев играл слишком сложную игру, где каждый ход был ловушкой для следующего игрока? Мы никогда не узнаем, потому что все главные актеры той драмы либо мертвы, либо хранят молчание. Но факты говорят сами: система пожирала своих детей. А Танаев был ее любимым сыном, пока не стал неудобным. 17 февраля 2020 года начиналось как обычное московское утро: серое небо, мокрый снег, гул машин за окном. Николай Танаев проснулся в 7:30, как всегда, несмотря на бессонницу, которая мучила его последние недели. Соседка Ирина Петровна, которая часто встречала его в подъезде, видела, как он вышел в 9 часов купить газеты российские, казахские, один номер кыргызской оппозиционной прессы, которую выписывал через знакомых. Он был одет в старое пальто, шапку-ушанку, шарф закрывал половину лица, как будто скрывался от кого-то, хотя в Москве его никто не узнавал, просто пожилой мужчина, один из миллионов, живущих в чужом городе чужой жизнью. Вернулся через 20 минут, поднялся в квартиру, и дальше тишина. Соседи не слышали ни музыки, ни голосов, ни шагов. Как будто квартира опустела. Но Танаев был там, сидел в своем кресле перед телевизором, смотрел новости о Кыргызстане. Там готовились очередные выборы, появлялись новые лица, произносились старые обещания. Он смотрел и думал о том, что через 20 лет история повторяется, те же схемы, те же ошибки, те же иллюзии власти. И ничего нельзя изменить. Потому что система сильнее людей. Восстановить последние часы его жизни помогают странные детали. На журнальном столике нашли пустой блистер от сердечных таблеток, хотя дочь Мариям точно помнит, что утром там было еще 15 капсул. Рядом
недопитый стакан воды. На столе раскрытый дневник, последняя страница, 9 февраля 2020 года. Сегодня мне исполнилось 70 лет. Юбилей встречаю один, в чужой стране, где никто не помнит, кем я был. Наверное, это справедливо. Я тоже не помню, кем хотел быть когда-то. Телевизор работал. Громкость на минимуме. На экране репортаж о политическом кризисе в Бишкеке, интервью с депутатами, которых Танаев когда-то знал лично. Один из них говорил в камеру: коррупция прошлого режима разрушила страну. Прошлого режима. Того самого, где премьером был Танаев. Он слушал эти слова и понимал, история уже вынесла приговор. И обжаловать его невозможно. Что он чувствовал в те последние часы? Раскаяние. Гнев. Или просто усталость, такую глубокую, что даже дышать становится непосильным трудом? Дневниковая запись от 6 февраля дает подсказку. Врач сказал, что сердце может остановиться в любой момент. Странно, но я не боюсь. Боюсь другого, что умру, так и не ответив на главный вопрос, стоило ли. Все компромиссы, вся ложь, вся грязь власти, ради чего? Ради страны, которая меня ненавидит. Ради денег, которые я не могу потратить. Ради детей, которые стыдятся фамилии. Медицинский эксперт, изучивший обстоятельства смерти, говорит, передозировка сердечных препаратов могла быть случайной. В состоянии стресса люди забывают, сколько таблеток уже приняли. Но могла быть и осознанным выбором. Граница между отчаянием и самоубийством иногда стирается. Человек просто перестает сопротивляться неизбежному. Позволяет смерти прийти. И Танаев, возможно, именно это и сделал, устал бороться, устал прятаться, устал помнить. Просто отпустил. Мариям нашла отца в 6 вечера. Он сидел в кресле, откинув голову назад, закрыв глаза. Руки сложены на груди. Телевизор работал. За окном уже темнело. Московская скорая приехала через 15 минут, констатировала смерть. Врач записал в протоколе: острая сердечная недостаточность. Время смерти ориентировочно 15-16 часов. Никаких подозрений. Никаких вопросов. Просто старик с больным сердцем умер от естественных причин. Так умирают тысячи людей каждый день. Но был ли это естественный конец, или Танаев сделал последний выбор, единственный, который остался ему после 20 лет компромиссов? Племянник, который помогал Мариям с похоронами, рассказывает странную деталь. Когда приехала полиция для протокольного осмотра, они спросили, не оставил ли покойный предсмертной записки. Мариям сказала нет. Но позже, разбирая вещи отца, она нашла в кармане его пальто сложенный листок бумаги. Там было написано всего 3 строки по-киргизски: «Кичириис». «Мен аракет кылдым». «Бирок житишсис болду». Переводится как «простите». Я пытался. Но было недостаточно. Кого он просил простить? Народ Кыргызстана. Семью. Себя самого. Похоронили Танаева на Хованском кладбище в Москве, среди таких же изгнанников, которые умерли вдали от родины и не смогли вернуться даже мертвыми. На похороны пришло человек 20, родственники, несколько знакомых из киргизской диаспоры, адвокат. Никто из политиков Кыргызстана не приехал. Никто из российских чиновников, с которыми он когда-то сотрудничал. Даже венков не прислали. Как будто человек, который 20 лет управлял страной, никогда не существовал. Стерли из памяти. Осталась могила с простым серым памятником, где выбиты имя, дата рождения и смерти, ничего больше. Осталась дочь, которая хранит черную папку с дневниками и не знает, что с ними делать. Осталась флешка, которую профессор Жакипов до сих пор не открывал, боясь правды, способной разрушить иллюзии. И остался главный вопрос, на который никто не может ответить: понимал ли Николай Танаев в последние часы своей жизни, что путь, который он выбрал 30 лет назад,
неизбежно вел именно сюда, в одинокую московскую квартиру, где бывший премьер-министр умирает перед телевизором, глядя на страну, которая его забыла? Что происходило, когда у Николая Танаева начинались приступы? Личный врач приходил тайно, через черный ход правительственного здания. Ни один диагноз не попадал в официальные документы. Медицинская карта премьер-министра оставалась чистой, как будто он обладал здоровьем 20-летнего атлета. Но архивы Службы национальной безопасности хранят список лекарств, заказанных для него в период с 2002 по 2005 год. Этот список раскрывает болезнь, которую Танаев скрывал от народа Кыргызстана последние 3 года. Препараты для лечения аритмии. Сильнодействующие транквилизаторы. Лекарства, которые назначают после микроинфарктов. И еще вещества, замедляющие развитие деменции. Почему премьер-министр страны вынужден был лечиться втайне, боясь, что правда о его состоянии разрушит карьеру? И главное, кто еще знал, что человек, принимающий решение о судьбе миллионов людей, физически распадается на глазах? За 8 лет у власти Танаев постарел на 20. Фотографии не лгут. 1997 год, энергичный мужчина 47 лет с густыми темными волосами, прямой спиной, твердым взглядом. 2005 год, седой сгорбленный старик 55 с глубокими морщинами на лице, дрожащими руками, походка человека, несущего невидимую ношу. Телевизионные операторы научились снимать его только под определенным углом, скрывая мешки под глазами и нездоровую бледность кожи. Гримеры тратили час перед каждым публичным выступлением, чтобы замазать следы бессонных ночей, придать лицу иллюзию здоровья. Но камеры не лгут так же, как не лгут медицинские записи. Бывший телеоператор президентского пула, работавший в Белом доме с 2001 по 2005 год, рассказывает, что коллеги называли Танаева «призраком». Он мог стоять на совещании, слушать доклады, кивать головой, и вдруг замирал, взгляд становился отсутствующим, как будто душа покинула тело на несколько секунд. Потом возвращался, моргал, продолжал разговор, словно ничего не случилось. Сначала это списывали на усталость. Потом на стресс. Но когда такие эпизоды стали повторяться регулярно, 3-4 раза в неделю, стало ясно, что-то серьезно не так. Доктор Исаев, который наблюдал Танаева последние 3 года, говорит, что предупреждал о катастрофе еще в 2003 году. После первого микроинсульта премьер должен был лечь в больницу минимум на месяц, полностью отключиться от работы, начать курс восстановительной терапии. Танаев отказался. Сказал, что не может позволить себе слабость. В политике нет больничных. Любой признак уязвимости воспринимается как сигнал к атаке. И доктор молчал, выписывал таблетки, делал уколы, зная, что пациент движется к пропасти, но не имея права остановить его. Потому что воля больного сильнее клятвы Гиппократа, когда этот больной управляет страной. Физиология власти жестока. Тело платит за каждое решение, за каждый компромисс, за каждую бессонную ночь, когда вместо сна приходится подписывать документы, о последствиях которых лучше не думать. Сердце Танаева билось неровно с 2002 года. К 2004 пульс достигал 120 ударов в минуту даже в покое, как у бегуна после марафона. Давление скакало от критически низкого до опасно высокого за несколько часов. Руки дрожали так, что он не мог подписать документ без паузы, чтобы успокоить нервы. Спал по 2-3 часа в сутки, просыпался в холодном поту от кошмаров, которые не помнил, но которые оставляли ощущение удушья, будто кто-то держал подушку над его лицом всю ночь. Самое страшное началось в январе 2005 года — провалы в памяти. Танаев мог забыть имя министра, с которым работал 5 лет. Терял нить разговора посреди совещания. Однажды не узнал собственную дочь, когда она зашла в кабинет, смотрел на нее несколько секунд, пока память не вернулась. Мариям расплакалась тогда, а отец обнял ее и сказал: «Прости. Я просто очень устал. Скоро все закончится». Он знал, что это не усталость. Это мозг отказывался служить. Микроинфаркты разрушали нейронные связи, превращая острый ум политика в решето, где мысли проваливались в черные дыры забвения.
Доктор Исаев предлагал госпитализацию. Танаев снова отказался. Тогда врач задал прямой вопрос. «Николай Умарович, вы понимаете, что можете умереть в любой момент?» Прямо за этим столом, посреди совещания, перед камерами. Премьер посмотрел на него долгим взглядом и ответил фразой, которую доктор запомнил навсегда: «Бакыт, я уже умер». Просто никто еще не объявил об этом официально. Даже я сам. Что он имел в виду? Физическую смерть, которая неизбежно приближалась? Или политическую, ту, что настигла его 2 месяца спустя, когда толпа ворвалась в Белый дом и новая власть объявила его режим преступным? Архивы хранят тайны, которые объясняют многое. В запечатанном конверте, который откроют только в 2030 году, лежат 83 страницы медицинских записей, конфискованных из личного сейфа доктора Исаева после его смерти. Там полная картина разрушения. Анализы крови, показывающие хроническое воспаление. Результаты МРТ мозга, где отмечены участки некроза после инсультов. Заключение кардиолога: пациент находится в критическом состоянии. Прогноз неблагоприятный. Без лечения летальный исход в течение 6-12 месяцев. Дата заключения — октябрь 2004 года. За 5 месяцев до революции. Почему эти документы засекретили? Потому что публикация разрушила бы официальную версию истории. Получается, что страной управлял умирающий человек, который скрывал свое состояние, принимал стратегические решения в состоянии когнитивных нарушений, подписывал законы, влиявшие на жизнь 5 миллионов граждан, в то время как его собственный мозг постепенно отказывал. Кто нес ответственность? Сам Танаев. Те, кто знал о его болезни, но молчал? Или система, которая не предусматривала механизмов отстранения лидера по медицинским показаниям? Но есть еще страшнее вопрос. В архивах КНБ исчезли 27 страниц из досье Танаева. Изъяли в 2006 году, через год после революции. Что там было? Следователь, который видел эти страницы до изъятия, говорит анонимно: там были имена. Список людей, которые знали о болезни премьера и использовали это знание. Шантажировали его. Требовали уступок в обмен на молчание. Среди них высокопоставленные чиновники, бизнесмены, иностранные кураторы. Танаев был заложником собственного тела. И кто-то очень могущественно решил, что эти имена не должны стать достоянием общественности. Потому что среди них были те, кто до сих пор у власти. Кто эти люди? Где они сейчас? И знали ли они, что физический распад Танаева сделает его идеальной марионеткой, слишком больным, чтобы сопротивляться, слишком напуганным, чтобы говорить правду? Представьте, вы — один из 7 человек, знавших все о Николае Танаеве. Каждый медицинский секрет, каждую закулисную сделку, каждый компромат, который он собирал на других. Вы работали рядом годами, считали себя частью команды, почти семьей. Теперь представьте, вам нужно выбирать между лояльностью и собственной жизнью. 9 марта 2005 года, за 15 дней до революции, эти 7 человек сделали выбор, который изменил историю Кыргызстана. Что заставило их предать своего лидера? Группа называлась просто «Семерка». Никаких официальных бумаг, никаких приказов о создании. Просто 7 человек из ближайшего окружения премьер-министра, которым он доверял больше, чем семье. Начальник охраны Азамат Суинбаев. Личный секретарь Светлана Касымова. Главный советник по экономике Эмиль Токтагулов. Пресс-секретарь Айнура Бикмуратова. Водитель Талант Мамбетов. Врач Бакыт Исаев. И еще один человек, тот, чье имя никогда не называли вслух, кого в документах обозначали только инициалами «К». Они знали то, чего не знал никто. Код от личного сейфа Танаева. Пароли к зарубежным счетам. Список контактов в российских спецслужбах. Имена бизнесменов, финансировавших его приход к власти. Главное,
Они знали, что премьер-министр смертельно болен и скрывает это от президента Акаева. Это знание делало их опасными. Для Танаева. Для тех, кто стоял за ним. Для будущих властей, которые придут после революции. Встреча произошла в квартире Эмиля Токтагулова, советника по экономике, в районе Асанбай в Бишкеке. 9 марта 2005 года, поздним вечером. Собрались 6, врач отказался приходить, сказав, что дает клятву молчания и не нарушит ее даже под угрозой. К. тоже отсутствовал, но все понимали, что именно он инициировал эту встречу, передав через Азамата короткое сообщение: «Корабль тонет». Кто хочет спастись 9 в 10 вечера у Эмиля? Светлана Касымова, секретарь, вспоминает ту ночь с ужасом. Они сидели в полутемной комнате, задернув шторы, говорили шепотом, хотя никого вокруг не было. Эмиль начал первым: «Мы все видим, что происходит. Танаев разваливается. Он принимает решения, которые не принял бы здоровый человек. Он подставляет нас под удар. Когда это все рухнет, а оно рухнет очень скоро, нас повесят первыми. Как соучастников». Азамат возразил: «Мы дали присягу. Охраняем премьера до конца. Это долг». Эмиль усмехнулся: «Долг перед кем? Перед человеком, который использует нас как щит, который знает, что мы знаем слишком много, и однажды избавится от нас, чтобы похоронить концы». Они спорили 3 часа. Пресс-секретарь Айнура плакала, говорила, что не может предать Танаева, что он дал ей работу, когда никто не верил в женщину на такой должности. Водитель Талант молчал, курил одну сигарету за другой, смотрел в окно. А потом сказал тихо: «Вы не понимаете главного. Танаев уже предал нас. Когда он решил скрывать болезнь, он сделал выбор. Спасает себя, а нас бросает. Мы не команда. Мы свидетели. А свидетелей после преступления устраняют». Слово «преступление» изменило тон разговора. Эмиль достал папку, распечатки банковских переводов, которые он тайно копировал последние 2 года. Суммы в миллионах долларов, уходившие на счета офшорных компаний. Подписи Танаева на документах о закупках, где цены завышены в 10 раз, контракты с фирмами-однодневками, зарегистрированными на подставных лиц. «Вот это преступление», — сказал Эмиль. И мы все в этом участвовали. Подписывали бумаги. Организовывали встречи. Молчали, когда видели, как разворовывают бюджет. Думаете, после революции нас пощадят? Нет. Нас посадят первыми. Чтобы показать народу, мы наказали виновных. А главные виновные давно сбегут за границу. Что они решили той ночью? Официально — ничего. Разошлись в час ночи, не приняв никакого решения, не подписав никаких бумаг. Но через неделю, 17 марта, когда протесты начались в Джалал-Абаде, Азамат вдруг заболел и не вышел на дежурство. Светлана взяла отгул по семейным обстоятельствам. Эмиль уехал в командировку в Алматы. Айнура госпитализировалась с приступом аппендицита. Талант попал в мелкую автомобильную аварию и сдал машину в ремонт. Все одновременно. Все в один день. Случайность. 24 марта, когда толпа штурмовала Белый дом, Танаев остался практически один. Охрана исчезла. Секретарь не отвечала на звонки. Советники недоступны. Он пытался связаться с К, номер недоступен. Позвонил водителю, трубку не взяли. В последний момент Танаев понял, его бросили. Те, кому он доверял, спланировали это за недели. Они знали, что революция неизбежна. И решили не тонуть вместе с капитаном. Бывший следователь КНБ, который допрашивал членов «семерки» после революции, говорит, они все рассказывали одну и ту же версию, как по написанному. Будто кто-то дал им инструкцию. Говорили, не знали, что Танаев скрывает деньги, не знали о коррупционных схемах, просто выполняли приказы.
Классическая защита. Но странно другое, их отпустили без обвинений. Всех. Хотя улик было достаточно для реальных сроков. Кто-то очень влиятельный защитил этих людей. В обмен на что? В обмен на молчание. «Семерка» знала слишком много, не только о Танаеве, но и о тех, кто стоял за ним. Российские кураторы, местные олигархи, силовики, которые крышевали схемы. Если бы хоть один из 7 заговорил публично, рухнула бы целая пирамида власти. Поэтому их купили. Кому-то дали должности в новом правительстве. Кому-то помогли открыть бизнес. Кому-то выдали визы и билеты за границу. А кому-то просто пообещали: будешь молчать, останешься жив. Светлана Касымова до сих пор живет в Бишкеке, работает в частной компании, никогда не дает интервью. Но однажды, в частной беседе, сказала фразу, которая объясняет все: мы не предавали Танаева. Мы спасали себя. И знаете что? Он сделал бы то же самое на нашем месте. Потому что в политике нет друзей. Есть только союзники, пока это выгодно. А когда выгода кончается, союз тоже. Мог ли Танаев доверять тем, кто был рядом? Или он всегда знал, что когда придет час, его предадут, как предают всех, кто слишком долго у власти? И самое страшное, а сам он не сделал то же самое раньше, не предал ли тех, кто верил в него, когда выбрал власть вместо совести? После того, как Николай Танаев умер в Москве 17 февраля 2020 года, один человек получил все. Трехэтажный особняк в престижном районе Бишкека, который Танаев купил в 2003 году на имя родственника. 2 земельных участка в курортной зоне Исыкакуля общей площадью 12 гектаров. Счета в казахстанских банках на общую сумму $3 миллиона США. Пакет акций в энергетической компании, приносящий ежегодный доход около $500 тысяч. Этот человек никогда не занимал государственных должностей, никогда не появлялся в новостях, никогда не давал интервью. Но именно он контролировал финансовые потоки, которые делали Танаева богатым. Совпадение. Или тщательно спланированная операция, где смерть бывшего премьера стала финальным актом передачи активов. Проследим экономический след. В 2003 году, на пике карьеры Танаева, в Кыргызстане появилась компания Алтын Инвест Групп, зарегистрирована в Бишкеке, учредитель некий Ержан Касымбеков, 32 лет, без образования, без опыта работы в бизнесе. Уставной капитал – смешные 10 тысяч сомов. Через полгода эта компания выигрывает тендер на поставку оборудования для государственных больниц на сумму $15 миллионов. Через год еще один контракт на модернизацию электросетей – 20 миллионов. Потом строительство школ, ремонт дорог, закупка медикаментов. К 2005 году Алтын Инвест Групп получил от государства контрактов на общую сумму $87 миллионов США. Представьте, человек без образования, без связей, вдруг получает контракты на десятки миллионов долларов. Как? Ответ прост: фамилия. Ержан Касымбеков, племянник жены Танаева. Человек без связей в бизнесе, без капитала, без репутации. Просто родственник, который оказался в нужное время в нужном месте. Или точнее, которого поставили в нужное место, чтобы через него проводить деньги, минуя личные счета премьера. Но даже фамилия не объясняет главного, почему после революции его не посадили. Схема работала просто: правительство объявляет тендер, компания Касымбекова побеждает с минимальным отрывом, получает деньги, часть уходит на реальную работу, остальное — на счета в Казахстане и России, оттуда переводится дальше, через цепочку офшоров, пока не оседает в швейцарских банках. Следователи КНБ вышли на эту схему в 2007 году, через 2 года после революции. Допросили Касымбекова. Он все отрицал, говорил, что выиграл тендеры честно, что компания работала легально, что ничего не знает ни о каких откатах. Но когда ему показали банковские выписки, где видны переводы с его счетов на счета компаний, связанных с Танаевым, Касымбеков сломался. Сказал, что всего лишь номинальный владелец, что реальное решение принимал другой человек, которого он знает только под инициалами К.
Тот самый К, что был седьмым членом тайной группы. Тот самый, чье имя никогда не называли вслух. Кто такой К? Следователи пытались установить личность 3 года, безуспешно. В документах компании он не фигурировал. Сотрудники Касымбекова говорили, что видели его дважды. Мужчина 50 лет, среднего роста, говорил по-русски с легким акцентом, возможно, казахским или узбекским. Приезжал на машине с тонированными стеклами, встречался с Касымбековым за закрытыми дверями, уезжал через час. Больше ничего. Как будто призрак. Но этот призрак управлял потоками миллионов долларов, и именно ему Танаев доверил главную тайну, где спрятаны деньги. После смерти Танаева в 2020 году Ержан Касымбеков внезапно стал владельцем всех активов, которые раньше числились за родственниками премьера. Дочь Мариям попыталась опротестовать, говорила, что отец обещал оставить ей дом на Иссык-Куле, что это семейная собственность. Но юристы Касымбекова предъявили документы, договоры дарения, подписанные Танаевым еще в 2012 году до отъезда в Москву. Подписи настоящие, печати подлинные, свидетели подтвердили. Все легально. Мариям проиграла суд. Осталась ни с чем. Но странность в другом. Через полгода после получения наследства Касымбеков продал все активы, дома, землю, акции. Продал быстро, почти по себестоимости, как будто спешил избавиться. Покупатели — 3 компании, зарегистрированные в Казахстане и Кыргызстане. Владельцы этих компаний установлены только частично, но следы ведут к интересным людям. Один из них — бывший высокопоставленный сотрудник КНБ, который участвовал в расследовании дел Танаева, а потом внезапно вышел в отставку и открыл строительный бизнес. Другой — племянник одного из министров правительства Акаева. В ноябре 2012 года, когда следователи прокуратуры Кыргызстана вошли в служебный кабинет Николая Танаева в здании бывшего правительства, они нашли нечто, чего не должно было существовать. Металлический сейф, вмонтированный в стену за портретом первого президента, настолько секретный, что даже охрана здания не знала о нем. Внутри лежали папки с документами, датированными с 1999 по 2005 год, распечатки переговоров, фотографии закрытых встреч, рукописные записи на полях официальных бумаг. Но сразу после 23 ноября, когда следственная группа передала материалы в архив КНБ для экспертизы, эти доказательства исчезли без следа. Опись говорила о 72 документах. В архив поступило 38. Остальные 34 испарились за 3 дня. Кто их забрал? Главное, что именно скрывали эти бумаги, если кто-то рискнул вторгнуться в хранилище спецслужбы, чтобы уничтожить улики. Бывший архивариус КНБ, который дежурил в ту ночь, с 22 на 23 ноября 2012 года, рассказывает историю, от которой стынет кровь. Он не спал, проверял документы, когда услышал шаги в коридоре. Странно, потому что после 11 вечера здание закрыто, пропуск только по специальным кодам. Дверь открылась. Вошли 3 в штатском, без опознавательных знаков, предъявили удостоверение с грифом особой важности. Сказали, что забирают материалы по делу Танаева по распоряжению руководства. Архивариус попросил письменное разрешение. Ему показали бумагу за подписью человека, чье имя нельзя называть вслух даже в здании КНБ. Он не посмел спорить. Люди вынесли 3 коробки, подписали расписку и исчезли. Утром руководство устроило разбирательство. Оказалось, никакого распоряжения не было. Подпись поддельная. Личности 3 установить не удалось. Камеры в тот вечер почему-то не работали. Как будто кто-то очень влиятельный организовал операцию по зачистке улик, зная все процедуры, все пароли, все слабые места системы безопасности. Что было в тех 34 документах? Следователь, который успел просмотреть материалы до исчезновения, говорит при условии полной анонимности, там были имена. Список из 19 человек, которым Танаев платил регулярные суммы в период с 2002 по 2005 год. Ни зарплаты, ни премии, личные переводы на счета в Казахстане и России. Суммы от 50 до 300 тысяч долларов в год на каждого.
Кто эти люди? Чиновники